Они первый раз приезжали, они потушили, уехали. Ту злополучную ночь жители этой трехэтажки вспоминают с ужасом. На улицу в мороз выбегали кто в чем был. Успели взять документы, теплые вещи для детей. Возгорание началось в угловой комнате на 3-м этаже. Там уже давно никто не живет, но дверь была заколочена. Официальная причина пожара не установлена, но жители убеждены, все дело в проводке. По их словам, в ту пятницу замыкание происходило дважды, и МЧС к ним уже приезжали. Мы в неделю можем по 2 раза лампочки менять. Если у нас где-то на кухне лампочка перегорела, у нас рубильник вырубает везде. Это уже мы и вызывали электриков, уже говорили, они плечами жмут. Ну а что мы, Ну а что электрики, пока им указания начальство не даст. Заявки подавали. В Малосемейке пострадали 15 квартир из 80. В этой расплавилось пластиковое окно и натяжной потолок. Новый ремонт теперь на смарку. Кого-то залило так, что даже стены вздулись. Вся мебель, вся техника она сгорела. Она в непригодном состоянии уже. 15 семьям, а это 33 человека, неделю назад, сразу после пожара, администрация района предоставила временное жилье в гостинице. Сегодня их попросили съехать и оттуда. Жильцам, кому подвели электро- и газоснабжение, предложили вернуться в свои квартиры. Другим предложили общежитие. Хождение по мукам для них еще продолжается. И запах гари, и вздувшиеся обои тут ни при чем. Жители этого дома и рады бы вернуться в свои квартиры, но переживают, что находиться здесь небезопасно. Дом старый, ему 73 года. Здесь аварийная проводка, ветхий потолки и даже сами стены. И это при том, что 11 лет назад здесь сделали капремонт. Заменили кровлю, коммуникации, окна в подъезде, обновили фасад. Но это не спасло от огня старый дом. В администрации города о проблеме знают. В среду сюда приезжал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. От комментариев отказался, но сообщил, ситуация под контролем. В администрации авиастроительного района на наш запрос подготовили письменный ответ. Дом не ветхий. А с заявлением о признании жилья аварийным ни до, ни после пожара к ним никто из жильцов не обращался. Погорельцам сейчас помогают чем могут. Снова меняют кровлю. В коридоре посадили охранника, чтобы не разворовали имущество. И советуют жильцам обратиться в соцзащиту. Им положена единовременная выплата от 30 до 40 тысяч рублей. Мы хотим, чтобы отреагировали уже администрация, город на нашу проблему как-то и расселили, наконец, этот дом. Постоянно у нас происходят какие-то пожары, потопы, у нас сыпется потолок, пол проваливается на 1-м этаже. В ближайшее время жители намерены обратиться в Государственную жилищную инспекцию, чтобы здание признали ветхим. Почему жильцы не сделали этого раньше, пока вопрос. Сейчас, говорят, новое жилье не просим, согласны даже на ипотеку. Так что история дома, построенного после войны, только начинается. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Болгар радиосының 8-ші милли музыкаль премиясын топшыру тантанасы. Пирамида концертлар залынан турдан-тура трансляцияны ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, ВКонтактедагы Болгар радиосының рәсми төркемендә карагыз һәм Болгар радиосында тыңлагыз. 12 декабрь 18 сәгатьтә.